Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Пусть Аллах Тааля даст нам свое благословение, чтобы в месяц Рамазан мы смогли приблизиться ко Всевышнему, очиститься от грехов, от плохого, от того, что нас будет или, возможно, сейчас даже отделяет от нура Всевышнего Аллаха Тааля. В одном хадисе ученики пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, вспоминают, что перед месяцем Рамазан пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, неперестанно, постоянно нам, не уставая, напоминал: «О, друзья мои, о, ученики, о, мои асхабы, сподвижники, готовьтесь, к вам идет великий месяц благодати, подарков Всевышнего». И можно сопоставить этот месяц Рамазан с очень ценным, драгоценным, долгожданным гостем. Этот гость идет с подарками, и эти подарки, они очень ценны. Но их количество будет зависеть от того, как мы встретили этого гостя. Если мы подготовились, если мы очистились, если мы во всеоружии встретили его, если мы его встретили с распростертыми объятиями, то, естественно, этот гость, он будет намного благосклоннее к нам. Ученые говорят, что нужно как минимум достичь 3 готовностей перед этим месяцем. Обратить внимание к 3 аспектам. Первое – это готовность нашего сердца, нашей искренности. Очистить наше сердце от злобы, от ненависти, от преград, которые не позволят нам почувствовать благость этого месяца. Порой человек, если его постиг какой-то недуг, например, простыл он, насморк, нос заложен у человека. И если бы ему дали какой-нибудь цветок понюхать, он, естественно, его бы просто даже и не заметил. Для него бы благоухание и приятный запах этого цветка, он бы стал в тягость, и, возможно, он просто его бы и не заметил. То же самое, порой наши недуги, внутренние наши какие-то недостатки, например, злоба, ненависть, зависть, двуличие, гордыня и так далее, они становятся преградой тому, чтобы мы почувствовали благоухание и свет, и благодать, которая отправляется от Всевышнего Аллаха Тааля. Поэтому очень важно, чтобы мы очистились от них. Даже пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, в одном из своих наставлений нас учит, что каждый вечер желательно искреннему верующему человеку использовать такую практику, как просить прощения за то, что, возможно, кого-то обидел, зная или не зная. Возможно, кому-то тяжелое слово сказал, обидное слово сказал. Просить прощения как и у Всевышнего, так и у этих людей. И также простить тех, кто, возможно, его обидел. Возможно, ему принес какую-то тягость, злобу. Возможно, где-то ему навредил. И если человек научится от этого избавляться, очищаться, если он перевоспитает себя и будет желать всем остальным счастья, то он таким образом сможет избавиться от этого недуга. Также есть понятие злобы,
Также есть понятие гордыни. И поэтому очень важно очистить свое сердце от этих недугов, от этой грязи, чтобы встречаемый гость под именем Рамазан, месяц Рамазан, он был благосклонный, чтобы мы радовались его приходу, чтобы мы радовались его присутствию и ощутили благодать в полной мере. Также желательно очистить свои мысли. Мысли очищаются благими деяниями, благой информацией, благими знаниями. Когда человек поглощен получением благодатных знаний, информации, то плохая информация, она перестает занимать большое место. Она потихоньку уходит в периферию. Она уходит. И если человек полностью начинает погружаться в благость, то и мысли становятся благостными. Также третье, нужно подготовить наше тело. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, даже в одном из изречений не советовал держать пост в преддверии месяца Рамазан. В одном из хадисов как раз говорилось, что первую половину месяца Шаабан пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, держал пост, дополнительный пост. Во второй он старался занимать другими благими деяниями. И непосредственно есть хадис, в котором говорится, что в преддверии месяца Рамазан за несколько дней даже является грехом держать пост. Для чего? Для того, чтобы наше тело набрало силы, набрало энергии, чтобы мы потом, придя в месяц Рамазан, когда он наступит, мы были полны энергии, полны возможностей, чтобы мы побольше уделили внимание нашим поклонениям, нашим благим деяниям, нашему посту. Аллах берса. Дай Аллаха Тааля каждому из нас, чтобы мы максимально очистились от всего плохого. И когда мы встречаем этот месяц Рамазан с распростертыми объятиями, то этот месяц становится еще более к нам благосклонным. Мы становимся со всеми другими людьми. Как говорил пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, если бы мы знали полноценную пользу этого великого месяца Рамазан, то мы бы хотели, чтобы каждый месяц в году был как раз этим месяцем Рамазан. Аллах Та'аля пусть каждому из нас удостоит чести встретить этот месяц Рамазан очистившимся от всего плохого и открытыми для Его света, для Его благодати и для Его великих подарков, которые нам даются от Всевышнего Аллаха Та'аля. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.